күрт, Снежный сугроб. қар күрттері, Снежный сугроб. қар күрттері, На улицах Уфы за ночь выросли снежные сугробы. Өфі урамдарында түн ішінде қар күрттері үсіп шыққан. На улицах Уфы за ночь выросли снежные сугробы. Өфі урамдарында түн ішінде қар күрттері үсіп шыққан. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро, Уфа! Уфимский разворот на радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Руслан Валиев, Анна Яни, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. И мы начинаем. Мы на своих местах, Уфимский разворот на своих местах, в том числе в Ютубе прямая трансляция, в Одноклассниках также есть прямая трансляция, чат Ютуба для того, чтобы вы могли писать, общаться между собой, задавать вопросы. Для этой же цели номер для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений +7 927 304 10 51. До конца часа, то есть до 9 утра практически мы с вами, с обзором прессы, с фрагментом программы «Персонально ваш» с доктором социологических наук Арсеном Нуриджановым, голосование. И о медицине мы сегодня поговорим с двумя сразу же гостями. Да, я хочу о них немножечко сказать. У нас в первой части, получается, второй половине будет врач-неонатолог. Можно будет спросить, задать вопросы про младенцев. А во второй части будет врач-педиатр. Я вот так вот решила поделить, потому что это все-таки немножко разные направления, неонатолог и педиатр. Вы можете уже присылать, задавать свои вопросы, потому что врачи — это те, которые работают в поле, которые каждый день сталкиваются с детьми, с болезнями, поэтому если есть вопросы, обязательно присылайте, зададим. То есть не чиновники от медицины, как у нас Да. чаще бывает, а именно практикующие врачи. Но пока обзор прессы, и тут не все так радужно. Действительно, все не так радужно. Я хотела бы начать со знаком, который пишет, что следователь отстранил 4-го по счету адвоката по делу Лилии Чанышевой. 4-й ее адвокат Мария Эйсмонт была отстранена вот буквально Вчера? на днях. Да, об этом сообщила корреспондентка «Медиазоны» Елизавета Нестерова. Она написала у себя на Фейсбуке, что то, что Маша мой адвокат, не может быть основанием для ее отвода с дела Лили. Во-первых, я свидетель, а не подозреваемая или обвиняемая. А во-вторых, мои допросы были по другому делу. В деле о мошенничестве фигурируют Навальный, Волков и Жданов. Про Чанышеву речи нет. То есть ей вменяют то, что она заинтересованное лицо, 4-й адвокат Мария, потому что она вот участвует в этих делах. Но вот ее подзащитная отвечает, что это не так. Да, и надо напомнить, что Владимир Воронин, который защищал Чанышева еще на уфимском заседании, Андрей Сергеев, Никос Пороскевов также были отстранены от этого процесса. И, мягко говоря, я не понимаю. Ну и вообще те, кто вот эту историю наблюдают, как-то комментируют, тоже не понимают, насколько это вообще правомерно и почему вот так оно легко происходит. То есть человек может, я не знаю, просидеть весь период задержания в СИЗО и... К нему не пускают адвокатов, и да. не быть под защитой практически, да. То есть мы тут всякое можем понять, что услуги адвоката-то они тут скорее формальные и не столь эффективные в нынешних Но адвокат хотя бы реалиях. говорит о том, что происходит. Конечно, да, то есть он некое связующее звено, как-то наблюдает и так далее. Иллюзии, то есть не пытаем, да, по поводу того, что адвокат придет и сразу все порешает. Но здесь это просто по беспределу, впрочем, как и во многих других вопросах, впрочем, как и само по себе задержание, на мой взгляд, также является не совсем правовым, скажем так, явлением. В общем, пишем об этом также и мы на своем сайте, поэтому следите, что там будет дальше, будем сообщать. А продолжая тему с нашим сайтом, Эхо МСК Уфа пишет, что гостиницу «Ледо» в Олимпик-парке продолжили сносить с помощью спецтехники. Об этом сообщил Эхо представитель горнолыжного комплекса «Олимпик-парк» Петр Низамеддинов. Он рассказал, что вчера подогнали специальную технику для разрушения зданий и большой экскаватор, и днем уже половина гостиницы была разрушена. Видео распространилось в пабликах, в Инстаграме прежде всего. Я думаю, большинство тех, кто интересуется этой историей, видели эти эпичные кадры, которые
скажем так, произошли буквально через пару дней после того, как глава администрации Уфы заявлял, что у нас есть выход. Через день, буквально после того, как состоялся круглый стол, Вот ведь парадокс, который тоже Руслан. говорил, что у нас есть выход. Парадокс, это так, если характеризовать нейтрально эту историю. Но нейтрально характеризовать не очень-то получается, и возникает простой вопрос, а кто же у нас все-таки хозяин здесь, в городе, в хорошем смысле этого слова. Когда мы не убираем улицы, мы приходим к выводу, что хозяина нет. Когда человек, претендующий на роль хозяина, заявляет что-то, в итоге решения принимаются совершенно другие. Флюра Садулин, надо отдать должное, бизнес-омбудсмен вчера собирал пресс-конференцию и сказал, что был способ у истца, в данном случае мэрии, попросить судебных приставов отложить исполнение решения, но они не стали просить второй раз, оказывается, раньше просили, и на это прокуратура отреагировала каким-то там негативным способом. И чтобы еще раз не вызывать гнев прокуратуры, мэрия не стала будить лихо, как говорится. Хотя Как-то очень странно, абсолютно, по мнению Садулина, это нормальное явление, когда прокуратура на что-то реагирует. Она и должна реагировать, наша прокуратура. Должностные лица должны продолжать исполнять свои прямые обязанности, особенно когда того требует общественность и вполне себе конкретные высокопоставленные должностные лица. Шутки о том, каков у нас инвестиционный климат, и о том, что счастье зарабатывать дома, они, конечно, заполонили паблики. И, в общем, в тот случай, когда я полностью согласен вот с этим подходом, и совершенно не понимаю, как это все можно разумно попытаться объяснить. Кто-то пишет, что Ради Хабиров должен уже подключиться, как говорится, там, возмутиться, на белом коне приехать, может быть, даже на место событий. И, наверное, тут возмутиться будет мало, если он это сделает. Тут надо будет какие-то кадровые решения в том числе принимать. Почему всегда Ради Хабиров? Почему нельзя что-то сделать без него? Что-то происходит на Руставеле, должен лично приехать Ради Хабиров. Да. Происходит на Куштау, должен приехать Ради Хабиров. Это же не так работают институты власти. Это не так должны они работать, но они работают именно так, как мы только что с тобой перечислили. И, кстати, вот владелец Олимпик-парка Ильдар Хуснудинов, о чем пишет «Коммерсант», обратился, давайте угадаем буквально с одного раза, кому он обратился с обращением. Бастрыкин. Конечно. Господи. Значит, в обращении он отметил, что ведет бизнес в рамках законодательного регулирования, в том числе в сфере земельно-имущественных отношений, в основном муниципальной властью. И содержанием этих отношений были не только юридические нормы, но и правила делового оборота и устных договоренностей с предпринимателями органов власти не по моей инициативе. В общем, он возмутился и призвал проверить эту историю. Ждем реакции Следственного комитета. Должны как-то же прокомментировать. Но не обязаны. Да. А я хочу вернуться назад к знаку. Я нашла у них интересный материал. Он был там наемником, зарабатывал деньги. В Башкирии суд признал казака-наемника из Донбасса ветераном боевых действий. То есть, в чем дело? В Кармаскалах произошел бытовой конфликт, да? Дед поджег дом после ссоры, где жил его сын, невестка, дети, да? Суд, все понятно, Кармаскалы, но тут очень интересно, как в качестве характеристики, вот тут даже есть документ, суд что делает? Пишет, что суд также учел, что осужденный на учетах не состоит, характеризуется положительно, является ветераном боевых действий в Донбассе. То есть то, что он там воевал, они прилагают как положительную характеристику. Хотя де юра, если ты воевал на Донбассе, это не является ветераном. Да, по крайней мере, с точки зрения российского законодательства, Да. поскольку российские войска там как бы не воевали, и вообще они там отсутствуют. Об этом заявлял сам Дмитрий Песков, что нас там не было. Да, Однако что ж суд там. в Кармаскалах Ага. это прилагает как характеристику. То есть вот тут есть даже выдержка. Да, я понимаю. Очередной ляп судебной системы. Буквально недавно у нас ростовский суд же признавал. Там был Да. хозяйственный спор. И, в общем, решение в итоге они были вынуждены удалить, кстати, с сайта суда. Посмотрим, что будет здесь, в с этим Кармаскалах. решением. Знак.ком об этом пишет, напомню. Тем временем у нас уфимская тематика продолжается с точки зрения негативной повестки для уфимской администрации. МКСЭД сделали фоторепортаж с набережной в Уфе, где за 10 дней до Нового года нет обещанного катка. Власти Уфы неоднократно говорили, что там каток будет, и медиакурсеть решила посмотреть, как это все планируется. В общем, здесь сугробы, все прекрасно. И, в общем, да, вот Никита подсказывает, что каток наверняка есть, просто снегом завалило. А снег, как известно, убирать мы должны 2 дня как минимум, а пока у нас улицы на первой очереди, поэтому Поэтому не добрались. катка мы не видим, да?
Ну, не знаю, как бы тут уж что, и смех, и грех, да, набережная. Надо ли, кстати говоря, там иметь такой большой каток? А мне кажется, надо, Руслан, там очень много людей гуляет. Я сама хотела туда пойти. Сейчас, зимой? Да, там ладно. все равно гуляют, там же красиво. Сейчас же соединили подземным переходом, можно перейти со стороны магазина «Магнит», это получается, где... То есть есть способ пешком прийти на набережную все-таки? Да, конечно. То есть если приложить усилия, туда можно прийти пешком. Если приложить усилия, важная такая оговорочка. Ну да, конечно. Но раз мы начали про такую новогоднюю легкую тематику, давай я тебе расскажу, что Уфа-1 у нас пишет. Уфимка задалась вопросом в соцсетях под постами администрации, куда делась новогодняя иллюминация с улицы Ленина. Говорит, что раньше было красиво, как в Париже, а сейчас вот не очень. В мэрии Уфы сообщили, что световая иллюминация находилась в аварийном состоянии и создавала нагрузку на опоры наружного освещения. Чтобы избежать несчастных случаев, мы приняли решение, это городская власть, демонтировать праздничную иллюминацию. Дополнительно рассмотрим вопрос установки иллюминации после реконструкции улицы Ленина и замены опор наружного освещения. Опоры наружного освещения — это что-то новое. Я просто для внимательных слушателей и наших читателей напомню, Ирик Елалов комментировал уже демонтаж этих конструкций, если не год, то больше даже, наверное, года назад, здесь у нас в студии. Он говорил, что в 2012 году их вешали сроком на 2 года, срок эксплуатации истек давным-давно, а висели они в итоге 6 лет вместо положенных 2, но и действительно пришли в негодность, и пришлось их демонтировать. А вот то, что опоры стали страдать от этого, это, конечно, что-то новое, интересное. Это что-то новое, интересное. Такое ощущение, что это для красного словца нужно добавить. То есть вот одного аргумента мало, поэтому давайте-ка добавим еще один. Получается, что их в свое время вешали без учета того, что эти опоры могут выдержать. И они провисели так 6 лет, ты сам только что сказал. Да. Опоры, кстати, там приличные, они такие, прям такие серьезные на Ленина стоят с точки зрения и дизайна, и вроде способ возможности выдерживать нагрузку. Вот. Что ж, у нас еще чуть-чуть совсем мало времени осталось. Я хочу обратить внимание на большую публикацию «Правды ПФО» по итогам прошедшего на той неделе форума очередного в Уфе. Международная неделя бизнеса у нас прошла. Тут такой буквально ремарочку, да, у нас отчитались власти республики, что более чем на 100 миллиардов рублей было подписано соглашений на этом форуме, и 3/4 из этой суммы, отмечает «Правда ПФО», это договор между нашей компанией БСК, башкирской сотовой компанией, и казахстанской Каустик, о том, что у них в Казахстане будет построено предприятие по производству неких химических реагентов с участием нашего капитала. То есть де-факто это не деньги к нам придут, а это наш инвестор зайдет на территорию Казахстана и построит нечто крупное. Но когда построит, это тоже еще вопрос. Да. И инвестиции в данном случае не в республику, надо понимать, да, то есть мы иногда... Они, наоборот, уходят. Да. В данном случае они, конечно, не уходят вроде в никуда, это как бы плюс, это наша компания расширяет свои там сферы влияния и производственные мощности, но все-таки надо вещи своими именами называть, я считаю. Потому что новость звучит красиво. Да. Переходим к нашему фрагменту персонально ваш. Вчера в гостях у Айдара Ахмадиева был доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. Как вы считаете, этот год принес ли какие-то значимые положительные результаты деятельности и так далее? Улучшилась ли жизнь, проще говоря, в Башкирии? Как поется в песне, это был тяжелый год. Год оказался не очень радостным для нас всех. И если так вот широкими мазками перечислить те вопросы, которые он нам принес, то, наверное, надо сказать, что прежде всего это коронавирус, который, к сожалению, не отступает. Как это ни парадоксально, наличие коронавируса помогает властям бороться и уничтожать малый и средний бизнес. Потому что именно он сегодня является пострадавшим. Как мы видим, никакие государственные, оплачиваемые из бюджета мероприятия не убираются, они все продолжаются. Люди веселятся, танцуют, проводят всевозможные фольклориады и другие мероприятия. А малый бизнес третируют, заставляют ограничивать потоки людские, заставляют ограничивать его в работе, и так далее. Вы все это прекрасно знаете. Вторая новость – это этот год переплюнул в части технологий по искажению выборов, даже предыдущие всевозможные поправки за Конституцию. Теперь, оказывается, уже можно вообще не ходить на участки, все проголосуют в интернете за вас, и вы об этом узнаете только когда уже, соответственно, Центр избирком объявит вам эти итоги. Потому что тут уже как в анекдоте, голосуй, не голосуй, все равно получишь, мы знаем, что получишь. Еще одна проблема, которой столкнулось наше население, это инфляция.
Каждый почувствовал на себе увеличение стоимости, все подорожало, стройматериалы, всевозможные железо, продукты, бензин. Нет такой категории, которая бы сегодня не подорожала. И даже официальная статистика пишет, что официальная инфляция больше 8%, а по итогам года, я думаю, она составит и все 9,5-10%. Это на практике означает, что какие-то товары подорожали более чем в 2 раза. В основном те товары, которые мы с вами и пользуемся. Ну, это каждый, наверное, на своем кошельке ощутил, когда он ходит в магазин. В то же время зарплаты не растут, и в номинальном выражении сегодня зарплаты очень сильно упали, начиная с 2014 года, наверное, впервые такое сильное падение. Это тоже наше население в вопросах отмечает и недовольно жалуется на этот момент. Для наблюдателей не осталось незамеченным то, что репрессии в стране усилились, и поле свободы сжимается. Мы видим, что опасно стало не только участвовать в каких-то оппозиционных движениях или партиях, но и просто даже высказывать сочувствие им, ставить лайки или подписываться на YouTube-канал того же Навального. Да, мы видим, сообщения идут, что полицейских неблагонадежных по стране начинают увольнять за это. Соответственно, что уж тут говорить про простой народ. Усилилась иммиграция. У нас 2 человека в этом году эмигрировали. 2 человека – это из числа активистов, да, известных, которые медиаперсон. Да, это юрист штаба Навального Уфи Келлин. Запрещенного российским судом, мы должны об этом упоминать. И Руслан Габасов, он тоже бывший участник, тоже признанный экстремистским движением «Башкор». Здесь какая вещь. С 90-го года мы 30 лет строим новую Россию, и впервые за 30 лет эти события так резко усилились. То есть какие-то были отъезды, но так, чтобы достаточно высокий процент, если сравнивать с остальными годами. Я, конечно, могу сказать, подумаешь, 2 человека. Нет, не подумаешь. Иммиграция – это означает то, что выхода здесь и надежды на справедливое решение своих вопросов у этих людей нет. Они не верят ни власти, ни судам, никому, и фактически спасаются бегством. По вашему мнению, правильно ли они поступают, учитывая нашу российскую сегодняшнюю ситуацию? Может быть, как раз благодаря их усилиям можно было бы как-то изменить ее, но они предпочли уехать. Правильно ли? Тяжелый, сложный вопрос. Каждый решает его для себя сам. Из средств массовой информации мы знаем, что Лилия Чанышева, например, она заявляла, что она никуда не уедет. И чем закончилось все. Лилия Чанышева под арестом, невзирая на то, что более 200 человек, не последних в этой стране, подписали за нее ходатайство о том, чтобы ее выпустили из СИЗО под домашний арест. Каждый здравомыслящий человек понимает, что Лилия Чанышева не является опасным преступником, которого надо содержать, изолировать от общества немедленно. И в конце концов домашний арест тоже изоляция. Но тем не менее на весах нахождение в камере на 35 человек или проживание в Грузии где-то еще. Социолог Арсен Нуриджанов был гостем программы «Персонально ваш» вчера. Начали мы с нашими постоянными спикерами подводить уже итоги уходящего, по сути, года. Кстати, позади уже и день зимнего солнцестояния. Вчера есть буквально такой, он был. Так что у нас теперь дни будут идти на увеличение. И, соответственно, дело к весне клонит. Уже? Да, именно так. Так всегда считалось. В общем, это и правда. Скажу лишь, что у нас сегодня в «Персонально ваш» ожидается министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Булушев. Мы в пятницу встречались тут в рамках транспортного часа, а теперь непосредственно вдвоем пообщаемся. Можно готовить вопросы. Конечно, готовьте, пожалуйста, их присылайте заранее в том числе. А пока интерактивный часть поголосуем о вакцинации. Да, я хотела бы поговорить с нашими слушателями о прививках. Прививают ли они своих детей? Потому что у нас тут на носу календарь прививок, в который включили вакцинацию от ковида. Да, у нас грипп никуда не девается, и люди шатко-валко, но прививаются. Поэтому, уважаемые радиослушатели, прививаете ли вы своих детей? Да, 262 72 47. Нет, 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Мы говорим в целом о прививках. Сейчас не про спутники и вообще про прививки, связанные с коронавирусом, а в принципе всякие разные. Да. 262 72 47. Да, прививаю. 262 72 48. Нет, не прививаю. Потому что я Руслан, встречала очень много мам, которые не прививают своих детей. И это почему-то в последние годы становится каким-то очень распространенным трендом.
Они считают, что иммунитет должен бороться сам, зачем это все делать, и это вот не шутки, это действительно так. Ну, да, я понимаю. И, кстати, эту тему так или иначе мы обсуждали даже еще до коронавируса, правда, не так часто, разумеется, и антипрививочные настроения у нас в обществе, мне кажется, тем больше, чем ниже уровень образованности и выше уровень невежества, это вот мое мнение. И это есть. И когда говорят вот про эти вещи, что типа свой иммунитет, мне кажется, совершенно нелогичное объяснение. С точки зрения там принимать, не принимать антибиотики, вот эта логика работает, на мой взгляд. А когда мы говорим про вакцинацию, это как раз-таки работа с твоим иммунитетом, да? Когда ты помогаешь иммунитету там проснуться в нужный момент времени, в нужном направлении и сформировать, соответственно, иммунную защиту. Ведь об этом я вот сейчас на пальцах рассуждаю, как работают прививки. Вот. И родители, мне кажется, в данном случае бедных своих детей, ну, очень, мягко говоря, подставляют. Бедные Есть дети. еще распространенное мнение, что наши прививки, допустим, плохие. После наших прививок дети ужасно болеют, а бывают осложнения, кто-то умирает. Это очень часто останавливает людей. Угу. Призываю голосовать даже тех, у кого, может быть, нет детей, но у вас есть четкое мнение, например, Да, что, прививать или чтобы нет. вы их, что вы бы прививали в любом случае, если бы они у вас, соответственно, были. От гриппа, от разных там полиомиелитов и прочего. 262 72 47, да, конечно, я это делаю, либо делал бы. 262 72 48, нет, я этого делать не хочу, не доверяю. Действительно, нужно рассчитывать на собственный иммунитет, как это было миллионы и миллионы лет нашей человеческой истории. Хотя одна из самых первых прививок, которые делают детям еще в роддоме, это прививка от гепатита Б. Она же вот как раз работает. Она вот защищает. Если бы не было этой прививки, ну что бы было с нашим населением? И шатко-валко, но работают прививки и от гриппа в том числе тоже. Да. Потому что я прививаюсь каждый год, и тут как-то проносит. И дело не в иммунитете, как мне кажется. Потому что корону-то я переболела. И, кстати говоря, результаты нашего голосования, вот они буквально сейчас, я их подведу. Давай. Цифры подгрузились. Почти 50/50, друзья мои. Как бы есть о чем говорить, есть о чем спорить. 44% говорят, что да, прививаем, и 56% все-таки большинство говорят нет. Ничего себе, мы во второй части передачи обязательно поговорим с врачами на эту Я тему. пока смс-очку от Давай. слушателя Юры прочитаю в иллюстрацию темы, которую мы выше обсуждали. В администрации, возможно, получили что-то очень хорошее за выделение участка земли под гостиницей «Лидо». Варвары, разрушители, пишет нам Юра догонку про историю с гостиницей «Лидо» в Олимпик-парке. Уходим на новости, продолжим с вами общаться через несколько минут. Оставайтесь на «Эй». Доброе утро, 6:30 в Москве, на «Эхе Новости», в студии Андрей Шашков. Госдепартамент США ответил на заявление министра обороны Сергея Шойгу о химическом оружии на Украине. Официальный представитель американского дипломатического ведомства Нед Прайс у себя в Твиттере призвал Москву отказаться от, цитата, «ложной риторики» и возложил ответственность за эскалацию конфликта вокруг востока Украины на Россию. Вчера Шойгу, напомню, объявил, что, по данным его ведомства, Украина готовит провокацию в Донбассе с использованием химического оружия и сотрудников американских частных военных компаний. Санкции против России в случае ее вторжения на Украину могут затронуть поставки смартфонов, пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена. Помимо этого, изучаются варианты ограничить экспорт в Россию запчастей для автомобилей и самолетов и материалов из других секторов, пишет агентство. Перед этим Вашингтон планирует консультации со своими ключевыми партнерами в Европе и Азии. Все это рассматривается как дополнение к экономическим санкциям. Ранее агентство Bloomberg и газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщали, что среди вариантов таких мер ограничение на финансирование российского госдолга, конвертацию рубля в иностранные валюты и отключение России от международной системы межбанковских платежей SWIFT. Власти Таиланда вновь закрывают границы для туристов из-за ковида. Въезд запрещен уже с сегодняшнего дня во все провинции, за исключением Пхукета. Туда можно будет по-прежнему попасть, но только при условии полного курса вакцинации, подходит и препарат «Спутник», а также специальной страховки, бронировании отелей из специального списка и 2 ПЦР-тестов на коронавирус. Цены на газ в Европе обновили исторический максимум. Стоимость 1000 кубометров на распределительном центре в Нидерландах вчера превышала $2000 и приближалась вплотную к $2200, после чего последовала небольшая коррекция вниз. Таким образом, только за последнюю торговую сессию цена выросла более чем на 20%. Котировки толкают вверх новости о прекращении прокачки через газопровод Ямал-Европа, а также о грядущем похолодании в целом ряде европейских стран.
Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект о наказаниях за безответственное обращение с животными. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, внесенные еще в июле, предусматривают штрафы до 3000 рублей для физических и до 30 тысяч для юридических лиц за выброшенных на улицу домашних питомцев. Более крупных сумм можно будет лишиться за содержание дома диких животных из специального списка. Вводятся штрафы из-за нарушения условий содержания в приютах, зоопарках, цирках, дельфинариях и тому подобных учреждениях. Также депутаты одобрили в первом чтении запрет торговли животными в зоомагазинах и на птичьих рынках. И о погоде. Сейчас в Москве минус 21 градус, облачно с прояснениями, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность 78%. Днем от 19 до 20 градусов мороза, пасмурно, небольшой снег и гололедица. Андрей Шашков, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1. Реклама. Рычит супруга как тигрица? На праздник требует презент. Совет наш точно пригодится. Дуй за косметикой Фармленд. С 20 по 30 декабря в аптеках Фармленд новогодние скидки 20% на косметику и товары для здоровья. Успейте купить подарки своим близким. Подробности у фармацевтов. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Уникальная гибридная установка, позволяющая экономить на топливе до 50%. Hydrogen Super Smart System. Новейшая система экономии на любом топливе до 50%. Для всех видов транспорта. Гарантия на оборудование 10 лет. Гарантия на ваш двигатель 100 тысяч километров. Система безопасна на 100%. Работает на водороде. Установка за 3 часа. Экономь и зарабатывай. Водородные технологии доступны сейчас каждому. Подробности на сайте hsss.ru. Ролик произведен при поддержке Центра «Мой бизнес» и Агентства РБ по развитию малого и среднего предпринимательства. Все девочки разные, но все они девочки. Le Fasse – удобные и стильные платья для девочек от 4 до 10 лет. Натуральные ткани, удобный крой, стильные модели. Le Fasse – в наших платьях вашей принцессе будет удобно кататься на велосипеде и роликах и чувствовать при этом себя девочкой, ведь девочки разные. Позвольте им быть собой в одежде от Le Fasse. Инстаграм Le Fasse Kids, на Wildberries Le Fasse. Ролик произведен при поддержке Центра «Мой бизнес» и Агентства РБ по развитию малого и среднего предпринимательства. Поклонник немецкого автопрома. BMW Motors Уфа. Специализированный сервис по постгарантийному обслуживанию автомобилей марки BMW. Низкие цены, гарантия на работы. BMW Motors Уфа. 8 937 482 17 76. Ролик произведен при поддержке Центра «Мой бизнес» и Агентства РБ по развитию малого и среднего предпринимательства. 8 и 9 января Башкирский государственный театр кукол приглашает на новогодний спектакль «Морозко». Это старая добрая сказка о хорошей девочке Дашеньке и ее вредной сестрице Пашеньке. Кого же из них Дед Мороз наградит подарками? Об этом вы узнаете, посмотрев нашу сказку. Начало в 11 и 14 часов, категория 0+. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. 8 часов 36 минут в башкирской столице. На Эхе Москвы в Уфе новости. У микрофона Руслан Валиев. Компания «Уральский лес» привлекли к ответственности за нарушение обязательств по уходу за лесом в Белорецком районе. Предприятие ведет в районе промышленную заготовку древесины. Как сообщает интернет-издание РБК, прокуратура оштрафовала лесозаготовщика на 200 тысяч рублей в рамках дела о нарушении требований лесного законодательства. По версии надзорного ведомства, в 2020 году компания «Уральский лес» заготовила более 1000 гектаров древесины. В соответствии с проектами освоения лесов заготовщику нужно было выполнить мероприятия по агротехническому и лесоводственному уходу с целью предупреждения опасности ухудшения роста и гибели лесных насаждений. Однако предприятие не выполнило работы, что привело к зарастанию поверхности почвы сорной травой, а также к снижению прироста лесных насаждений. На основании этого суд оставил решение прокуратуры в силе, указав, что компании назначен минимальный возможный штраф по данной статье.
Власти Уфы планируют отремонтировать улицу Менделеева. Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы на аукционе 30 декабря отберет подрядчика ремонта улицы Менделеева на участке от улицы генерала Горбатова до Обской. Как сообщает «Коммерсант» в Уфе, на сайте госзакупок указана начальная цена контракта в 32 миллиона 270 тысяч рублей. Контракт будет оплачен за счет бюджетов Башкирии и Уфы. Работы должны быть завершены 31 августа следующего года. Необходимо установить 25 люков, отремонтировать бортовые камни, трамвайные пути, пешеходное ограждение, положить выравнивающий слой, тротуар, а также озеленить территорию. Министерство культуры Башкирии обещает в 2022 году отремонтировать театр кукол в Уфе. Капитальный ремонт в театре не проводился с момента его открытия в 1976 году. Проект предусматривает снос выступающих конструкций витража здания с южной стороны и пристроенной стены с витражом по главному фасаду по проспекту Октября. Как сообщает Минкульт, планируется снести одноэтажный пристрой жилого здания, где расположены гараж, гардероб, кассы и часть вестибюля. Проектом предусматривается реконструкция существующего зрительного зала на 300 мест, строительство малого зрительного зала на 135 мест, а также размещение детского кафе на 40 мест. При этом планируется музей, игровая комната, детские игровые студии творческого развития. В завершении выпуска о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Уфе преимущественно облачно, минус 6 градусов. В течение дня возможен небольшой снег, похолодает до минус 12. Руслан Валиев, служба информации, Эхо Москвы в Уфе. Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем уфимский разворот на радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Руслан Валиев, Анна Янь, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. И мы с вами переходим ко второй части передачи. Сейчас мы будем вызванивать наших гостей, врачей, которые работают в поле. Я лишь напомню, что у нас прямые трансляции продолжаются в Ютьюбе, в Одноклассниках можете смотреть, писать на номер СМС, WhatsApp и Telegram сообщений. Вижу, тут некоторые сообщения есть, некоторые, к сожалению, разобрать не могу. Вот старайтесь, пожалуйста, формулировать мысли четче, вот особенно тем, кто пишет у нас вот сейчас на СМС. Вот просто, честно, не могу прочитать даже, и уж тем более передать слушателям, хотя, возможно, тут какая-то мысль здравая сидит. Довольно Может, много. торопились? Может. Да. Никита подсказывает, что у нас уже на телефонной связи Ковалева Ксения Николаевна, она врач-неонатолог, врач отделения новорожденных. Сейчас мы у нее узнаем все про совсем маленьких детей до 28 недель. Ксения, здравствуйте. Доброе утро. Ксения, вот смотрите, мы сейчас обсуждали прививки, вакцинации. Скажите, пожалуйста, прививки для детей 28 недель обязательно или нет? Но для детей 28 недель прививки противопоказаны, потому что их состояние здоровья, состояние жизни находится под угрозой. И детей, которые для сроки 28 недель, можно прививать, когда они достигнут срок возраста постконцептуального, то есть срок после зачатия, когда ношенный ребенок, и у них не будет отклонений, которые уже будет диагностировать врач-педиатр, который наблюдает малыша после выписки не только из отделения реанимации и отделения патологии новорожденных, а вообще после стабилизации его состояния, его уже выписки домой, когда он уже набрал достаточно веса, когда он уже умеет не только кушать и дышать самостоятельно, когда уже развивается, какие-то проявляются признаки здорового, то есть есть хорошие признаки здорового ребенка. А скажите, пожалуйста, вот мы очень много говорим про коронавирус, как он распространяется во взрослых людях, да, в подростках. А мы знаем что-то про коронавирус и совсем маленьких новорожденных детей? Знаете, Анна, еще год назад утверждало Всемирное сообщество врачей, что коронавирусная инфекция не передается вертикально. То есть передача внутриутробно от матери к плоду, к ребенку нет. Но сейчас, в этом году, у нас есть данные, все чаще и чаще есть подтвержденные исследования, что диагностируют заражение ребенка, плода еще внутриутробно. Это мы можем получить, такие данные мы можем получить благодаря иммуноглобулинам
М и иммуноглобулином G. Иммуноглобулины G передаются также трансплацентарно, но вот иммуноглобулины М – это острое состояние, фаза. И если мы говорили в прошлом году, что мы видим только последствия у детишек, перенесенной мамой коронавирусной инфекции, то в этом году уже все чаще склоняются к тому, что это не последствия перенесенной инфекции мамой, а это перенесенное заболевание малышами. Поэтому коронавирусная инфекция может быть и внутриутробно поражать детей, и после рождения. К сожалению, после рождения поражение малышей достаточно серьезные, тяжелые последствия, и это достаточно серьезная проблема в возрасте после рождения, первый месяц жизни. И, к сожалению, дети могут заражаться и, возвращаясь домой, контактируя с другими взрослыми, поэтому нужно быть внимательными со своим окружением. А скажите, пожалуйста, вот сейчас включается национальный календарь прививок, вакцинация подростков от 12 до 17. А что вы думаете по поводу того, чтобы вакцинировать новорожденных? Вот он родился, и вот ему вместе там с гепатитом Б условно вкололи сразу прививку от коронавируса. Прививку против коронавирусной инфекции. Я не могу пока вам сказать свое мнение, потому что данных еще, таких исследований еще не проводилось. И я думаю, что это в будущем возможно, но надо провести исследование, соотнести безопасность и эффективность, потому что не просто так придуман национальный календарь прививок, и в каждом возрасте есть свои прививки. Неразумно, когда организм ребенка готов к принятию и выработке иммунитета. А знаете, вопрос по поводу того, что сейчас в обществе происходит, безотносительно вакцинации от коронавируса. Дело в том, что антипрививочные настроения у нас среди мам молодых, да и пап тоже, они в последние годы росли. Как вот с этим вы справляетесь, что ли? Насколько вы чувствуете, что эта проблема остра? Растет ли она? Или этот процент людей, он более-менее стабилен? Хочу уточнить, мы говорим сейчас вообще про Вообще, да, конечно. Вообще, да. Да, мы встречаемся, я встречаюсь в рамках своей работы с родителями, которые не желают прививаться. Здесь есть различные группы людей, которые прививаются или не прививаются своих детей. Часть людей не прививают, потому что у них есть отягощенный семейный анамнез. Есть часть людей, которые подружка сказала. Вот. Конечно, мы проводим беседы, выясняем причины. И мое мнение такое, что здоровый ребенок должен быть привит. Но про здоровье ребенка должен думать не только врач, который назначает вакцинацию, но должны думать и родители. Потому что когда ребенок с родителем приходит на прием к педиатру, педиатр спрашивает, все ли хорошо, здоров ли ребенок. Когда мама говорит, да, все хорошо, мама должна говорить не то, что прям сегодня хорошо, а то, что было еще 2 недели назад. Потому что после выздоровления от вирусной инфекции, от банального насморка, который прошел 2-3 дня, что-то там из носика покапало, должны пройти 2 недели, чтобы иммунная система ребенка была готова к принятию вакцины, выработке эффективного и адекватного иммунитета. И когда врач на прием видит ребенка, спустя 2 недели после РВИ, даже неделю после РВИ, он не может не увидеть изменений, потому что уже нет. Но мама про это не сказала. Поэтому здесь очень все серьезно, и ответственность за здоровье ребенка, за эффективную иммунизацию должны нести и не только врачи, но и родители. Ну, у меня такой дилетантский вопрос. Я как родитель тоже, я могу сказать, что, например, в сезон у ребенка это перманентно, это происходит непрерывный процесс. 2 недели насморк, 2 недели после. Тогда же получается вообще привиться нереально. Ну, что могу вам сказать? Нужно... Поэтому первый год жизни стараются провести максимальную иммунизацию, когда ребенок не посещает детские дошкольные учреждения, когда ребенок находится в семье, и перед вакцинацией нужно минимизировать контакты с социумом, исключить посиделки разных компаний. Да, конечно, когда ребенок посещает детский сад, ясли, школу, контакт с вирусами, бактериями более высокий, и ребенок пока не переконтактирует в детском саду со всеми чужими микробами, он будет болеть. И здесь педиатрам будет либо рекомендовать вакцинацию в период отпуска, либо какие-то, если прям очень-очень надо, можно порекомендовать изоляцию ребенка перед вакцинацией. Но обычно все проходит легче. А у меня вот такой вопрос, он на самом деле очень сложный. У нас Башкирия, она занимает 1 место в Приволжском федеральном округе по показателям младенческой смертности. Вот
Откуда берется вот эта младенческая смертность? Почему мы на первом месте? Что мы делаем не так? И что нам делать, чтобы этого не было? Хочу сказать, что младенческая смертность, несмотря на то, что мы лидируем в Приволжском федеральном округе, последние годы имеет тенденцию к снижению. Да, мы еще далеки от показателей общероссийских, и нужно понимать, что основной причиной младенческой смертности является рождение детей раньше срока. То есть это недоношенные дети, которые имеют низкую массу тела при рождении, незрелость органов и систем, конечно, и пороки развития. Конечно, все это может серьезно отягощать в течение первого года жизни, приводить к осложнениям, которые могут привести к смерти малышей. Что делать? Ну, конечно, если мы говорим про преждевременные роды, это своевременное выявление беременных женщин из группы риска по преждевременному рождению, это оказание помощи, мониторирование этих беременных по их состоянию, своевременная госпитализация, это проведение медико-профилактических социальных работ среди населения, среди женщин детородного возраста, о планировании беременности, о поведении себя и посещении врачей во время беременности, и не скрывать фактов каких-то недомоганий, отклонений в своем здоровье. Ну и, конечно, быть более внимательными родителями, потому что впереди праздники, взрослые могут заниматься подготовкой к праздникам, празднованию, а малыши остаются без присмотра. К сожалению, это тоже немалая доля причин по смертности детей первого года. Кажется, что он такой маленький, но еще ничего не имеет, а он вдруг пополз, он вдруг пошел, упал, что-то задел. Ну, к сожалению, это нельзя тоже сбрасывать со счетов. Спасибо большое, Ксения Николаевна, что уделили нам время. Я напомню, у нас по телефонной связи была Ковалева Ксения Николаевна, неонатолог, врач отделения новорожденных. А сейчас мы с вами переключимся на более взрослых детей. Мы будем звонить Латыповой Ксении Николаевне. Вот так вот у нас сегодня Ксения Николаевна в эфире. Да? Она педиатр детского поликлинического отделения, и мы у нее спросим про более взрослых детей. А пока прочитаю вот сообщение. Давай. Ну, крик души, по сути, это, конечно, к чиновникам от медицины, которых у нас сегодня, как я уже заметил, нет. В Иглино население 80 тысяч, а детская поликлиника 10 на 20 квадратных метров. Врачей не хватает, пишет нам Ирандык, радиослушатель. То, о чем мы с Забериным Максимом Васильевичем на прошлой неделе тут говорили, он, кстати, объяснял по Иглино, что вот почему-то жители сами выбирают уфимские поликлиники. В итоге мы вынуждены сокращать поликлинику в Иглино, потому что люди ногами и рублем платят за то, чтобы в Уфе мы, соответственно, их развивали. Ну, есть такая логика, возможно, она и не очень оправдана. Ксения Николаевна, здравствуйте. Доброе утро. Ксения Николаевна, скажите, пожалуйста, вот мы сейчас обсуждали национальный календарь прививок, сюда включает вакцинацию подростков от 12 до 17 лет. Скажите, пожалуйста, насколько это пойдет? Насколько вам встречаются вообще родители, готовые вакцинировать своих подростков? Да, календарь немножко обновили, что в декабре 2021 года вышел новый нацкалендарь, номер 1122Н, и где написано, что вакцинация детей от 12 до 17 лет против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, проводится добровольно, по письменному согласию одного из родителей. Поэтому я думаю, что пока в течение следующего года заставлять детей вакцинироваться не будут. То есть только по желанию родителей. Ой, я сейчас прочитаю сообщение из чата Ютуба и попрошу ваш комментарий. Ну, заранее предупреждаю, что, возможно, реакция будет не самая позитивная. Мои 3 внука, 10, 5 и 3 года, и ни один не привит в роддоме. Дочь писала отказ от прививок сразу до родов. Прививки нужны только в год для того, чтобы, внимание, ехать отдыхать в Турцию, Вьетнам и Таиланд. Комментарий нужен ваш. Да, мой комментарий. Я хочу сказать, что мы привиты все с вами. То есть та же бабушка, которая пишет этот комментарий, она тоже привита всеми прививками, которые прививали в советское время. И в то время в Турцию, в Таиланд никто не ездил. Но при этом Минздрав России уже многие года пытается поддержать прослойку тех заболеваний, которых вакцинируют уже детей с роддома. Вот. Просто те дети, которые сейчас не привиты, они не болеют потому что у нас эта прослойка, она сохраняется. Все равно максимум детей, это 90%, они вакцинируются. Поэтому практически эпидемии в плане туберкулеза, гепатита Б, коклюша, столбняка и дифтерии все равно не наблюдается пока на территории Российской Федерации.
Вот. А я хочу перейти к практическим таким вопросам. Вот смотрите, мы сейчас все болеем. То есть вот у меня вот перепись просто людей в Инстаграме, которые выкладывают, что у них дети болеют. В связи с этим я хотела спросить, маркеры. На какие маркеры нужно обращать внимание, когда ребенок заболел? То есть как определить, что вот он заболел, что вот сейчас ему что-то надо дать, не надо? И второй вопрос – это базовая аптечка дома. Что должно быть под рукой всегда, чтобы когда ребенок заболел, ты не бежал там, сломя голову в аптеку, а достал и дал? Да, но первые симптомы заболевания ребенка – это подъем температуры. Это поведение ребенка. Если ребенок вялый, отказывается от еды и больше, то есть в течение дня, то есть много спит, и видно, что ребенок при измерении температуры она у него выше нормы, то есть выше 37 поднимается, то видно, что ребенок начинает заболевать. То есть обычно дети, они все активные, подвижные, и если видно, что что-то с ребенком не так стало, то, естественно, уже можно заподозрить, что он начинает заболевать. И из препаратов, то, что нужно иметь дома всегда, это, конечно, жаропонижающее. Потому что всем детям до года выше 38 мы назначаем как педиатры жаропонижающее. Это группа парацетамола либо ибупрофен. Вот. И старше уже года, это 38,5 и выше, тоже рекомендуем принимать жаропонижающее при измерении в подмышечной области. То есть если ректально измеряем, то 39 и выше. То есть назначаем жаропонижающее уже детям. Ничего себе, какая интересная статистика. А скажите, пожалуйста, вот сейчас, вот как я сказала, многие болеют. Это у нас сейчас связано с чем? Это грипп, это ОРВИ, это новый штамм коронавируса, про который все говорят? Грипп. То есть сейчас подъем пошел вируса гриппа. То есть мы в своем госпитале мы имеем возможность тестировать, то есть мы предлагаем своим пациентам сделать тест на грипп, экспресс-тест на грипп, у нас есть такой анализ. Вот он по желанию делается, поэтому если дети соглашаются, если родители соглашаются, то приходит мазочек положительный на грипп. Мы делаем только типы, это серотип больше, серотип тип А. А уже какой именно грипп, то есть это уже делает инфекционная больница, вот, поэтому у меня пока данных нету официальных, какой именно серотип сейчас у нас прогрессирует на территории Башкирии. А когда мы можем ожидать спад этого вируса? Потому что, болеет, правда, все. Ждем каникул. А чаще всего спад происходит, когда идет разобщение населения. То есть впереди новогодние каникулы, дети будут сидеть дома, будут гулять на свежем воздухе, надеюсь, все больше стараться, то и обычно спад тоже происходит в этом случае. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то специфика болезней конкретно в Башкирии? Ну, не знаю, у нас там грипп проходит сильнее, да, или ОРВИ бывает чаще, чем в других регионах России? Нет, я думаю, что специфики нет, то есть все проходит как везде. То есть я разговаривала вот с доктором, который работает в Ижевске, она говорит тоже, что у них подъем идет грипп, и, собственно говоря, у них дети также болеют. В Москве то же самое происходит сейчас. Знаете, такой пресловутый, но вопрос частый, в том числе его пишут нам сейчас в чате. Дети должны болеть, даже легкую температуру не следует сразу сбивать. Таким образом формируется иммунитет для будущей взрослой жизни. Что вы скажете вот на это? Я что скажу, то есть при температуре 38 и выше вырабатывают свои интерфероны, то есть это свои защитные антитела, которые помогают сохранить более стойкий иммунитет, чем если мы будем искусственно их принимать. Вот. Поэтому мы рекомендуем детям старше года давать жаропонижающие при температуре 38,5 и выше. То есть 38 до 38,5 вырабатывают свои интерфероны. И паниковать, что 37 с копейками, 37 и, допустим, 5 температура ребенка и сразу бежать за жаропонижающим я не рекомендую как педиатр. Скажите, пожалуйста, а как можно поддержать, укрепить иммунитет ребенка вот сейчас в условиях таких вирусов, не прибегая к лекарственным препаратам, вот так вот? Ну, укрепление иммунитета, это, во-первых, вакцина профилактика. Очевидно, да? Конечно. Но я работаю опять не первый год педиатром. Я могу сказать, что дети, которые вакцинированы, они намного, честно говоря, меньше болеют, чем дети, которые не вакцинируются. Невакцинированные дети, они все равно чаще подвержены простудным заболеваниям, потому что у них иммунная система, она как бы
знакомиться с каждым вирусом, который ребенок, встречается в своем жизненном пути. А вот вакцинированные дети, они все равно уже благодаря вакцинам, у них уже вырабатывается свой иммунитет, и он у них уже закаливается. Это первое. Второе, это закаливание. То есть это закаливание прям можно с первых дней жизни с выписки из роддома. Определенный температурный фон дома сохраняется. Это купание, это прогулки на свежем воздухе. Это большую роль играет в закреплении иммунной системы. Потому что многие дети в семьях растут очень даже в тепличных условиях. Когда они выходят в социум, они начинают часто болеть. Они не готовы к тому, что происходит в социуме. Понятно. Спасибо большое, Ксения Николаевна. Я напомню, у нас на телефонной связи была Латыпова Ксения Николаевна, педиатр детского поликлинического отделения. И, как мы все услышали, главное в иммунитете детей – это вакцинация. Ну, и такие вещи, как закаливание, в общем, и избегание тепличных условий, я это называю, это тоже важная история. Да. У нас очень любят в России, в частности в Уфе, отапливать свои дома таким образом, что там просто дышать невозможно. Так, осталось у нас 30 секунд. Напомню, что у нас сегодня Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства в программе «Персонально ваш» после 15 часов. Присоединяйтесь, ставьте напоминания, подписывайтесь на телеграм-канал, кто этого еще не сделал. У микрофона была Анна Яня, Руслан Валеев и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Мы прощаемся с вами. Всего хорошего. До свидания. Хорошего дня. Мягкой посадки вашим батарейкам.